Добрый день, друзья! Здравствуйте, дорогие выпускники, уважаемые преподаватели, мастера производственного обучения и гости нашего праздника. Сегодня в нашем колледже большой праздник – торжественное вручение дипломов выпускникам Башкирского колледжа сварочно-монтажного и промышленного производства. Торжественную церемонию вручения дипломов выпускникам 2021-2022 учебного года объявляем открытой. Сегодня день особый и грустный, и веселый. Сегодня вы, ребята, прощаетесь с колледжем. Студенческой премудрости закончился срок. Новые истины время представит. Жизнь преподаст за уроком урок, но расписание на них не составит. Поприветствуем мастеров производственного обучения и группы выпускников. Группа номер 1901 по профессии мастер общестроительных работ, мастер группы Гакинаева Наталья Александровна. Группа номер 1902 по профессии мастер по обработке цифровой информации, мастер группы Морозова Рауя Алмазовна. Группа номер 1903 по профессии мастер по обработке цифровой информации, мастер группы Нигматзянова Нурия Мустафовна. Группа номер 1904 по профессии электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, мастер группы Кузнецова Татьяна Андреевна. Группа 1906 по профессии сварщик, мастер группы Борисова Ольга Алексеевна. Группа номер 1907 по профессии сварщик, мастер группы Семенова Марина Владимировна. Группа номер 1908 по профессии сварщик, мастер группы Бекметова Ольга Николаевна. Группа номер 1909 по профессии монтажник технологического оборудования, мастер группы Щукина Любовь Емельяновна. Группа номер 1910 по профессии слесарь по ремонту строительных машин, мастер группы Осипов Владимир Федорович. Группа номер 1911 по профессии слесарь по ремонту строительных машин, мастер группы Полищук Елена Владимировна. Группа номер 1912 по профессии слесарь по ремонту строительных машин, мастер группы Мырова Елизавета Гавриловна. Группа номер 2113 по профессии сварщик, мастер группы Тарасова Надежда Владимировна. На сцене выпускница Башкирского колледжа сварочно-монтажного и промышленного производства Низамова Камила с песней «Не брошу на полпути». Каждый из нас перед сном тонет в мыслях о том, что было бы, если выбрал другой путь во всем, либо не повстречал того, с кем ты вместе. И даже если мир уходит из-под ног, и даже если вместо солнца черный смог, ты продолжаешь строить путь свой из добра, ведь завтра будет лучше, чем вчера. И не брошу на полпути, не скажу, что не могу. Как бы сложно не было, я дойду, докажу себе, страху вопреки. И не брошу на полпути, и не брошу на полпути, не скажу, что не могу. Как бы сложно не было, я дойду, докажу себе, страху вопреки. И не брошу на полпути.
Ведь завтра будет лучше, чем вчера. И не брошу на полпути, не скажу, что не могу. Как бы сложно не было, я дойду, докажу себе, страху вопреки. И не брошу на полпути, и не брошу на полпути, не скажу, что не могу. Как бы сложно не было, я дойду, докажу себе, страху вопреки. И не брошу на полпути. Для поздравления и вручения дипломов выпускникам, закончившим колледж с отличием, приглашаем на сцену исполняющего обязанности директора Башкирского колледжа сварочно-монтажного и промышленного производства Сабигульна Ильгиза Магдановича, а также заместителя директора производственной работы Юсуф Марину Яковлевну. В 2022 году в государственной итоговой аттестации были допущены 285 студентов. Все они успешно сдали квалификационные экзамены, защитили свои выпускные работы. 247 человек получили отличные и хорошие оценки на экзаменах. 96 выпускников после итоговой аттестации призываются в ряды вооруженных сил России. 30 человек планируют продолжить обучение в высших учебных заведениях. 143 выпускника колледжа вольются в трудовые коллективы предприятий города, республики. 19 студентов получают сегодня дипломы о среднем профессиональном образовании с отличием. Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием вручается Зуфаровой Ирине Ильнуровне, группа номер 1902, по профессии мастер по разработке цифровой информации. Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием вручается Слепневой Евгении Владимировне, группа номер 1902, по профессии мастер по обработке цифровой информации. Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием вручается Кирилловой Евгении Александровне, группа номер 1902, по профессии мастер по обработке цифровой информации. Стипендиат правительства Российской Федерации. Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием вручается Рыжковскому Руслану Фаритовичу, группа номер 1902, по профессии мастер по обработке цифровой информации. Диплом вручаем медаль маме, потому что Руслан находится уже в рядах вооруженных сил. Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием вручается Муркаеву Ильфату Дамировичу, группа номер 1903, по профессии мастер по обработке цифровой информации. Бессменный помощник в Центре информационных технологий, вообще очень профессионально грамотный молодой человек. Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием вручается Пучковой Полине Константиновне, группа номер 1903. Профессия мастер по обработке цифровой информации. Красавица, отличница, тоже стипендиат правительства Российской Федерации. Девочка с активной жизненной позицией. Наше украшение. Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием вручается Адиатульну Айнуру Маратовичу, группа номер 1904, по профессии электромонтер. Стипендиат правительства Российской Федерации. Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием вручается Акбарову Айбулату Рустамовичу, группа номер 1904, по профессии электромонтер. Стипендиат правительства Российской Федерации.
Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием вручается Мухаммедшину Эдуарду Радиковичу. Группа номер 1904 по профессии электромонтер. Российской Федерации. Он находится уже на службе в рядах российской армии. Мама здесь? Татьяна Андреевна. Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием вручается Иванову Петру Вадимовичу, группа номер 1904 по профессии электромонтер. Правительства Российской Федерации. Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием вручается Подшапову Ивану Дмитриевичу. Группа номер 1904 по профессии электромонтер. Способен уже сегодня заменить преподавателя по междисциплинарному курсу, рассказывая студентам и нашим гостям так здорово о профессии электромонтера, что хочется сразу пойти учиться. Ваня, успехов тебе! Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием вручается Ахметову Фидану Ириковичу, группа номер 1906 по профессии сварщик. Фидан у нас тоже находится, по-моему, в армии, да? Здесь сестра, наверное, да? Очень здорово. Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием вручается Слугину Петру Григорьевичу. Группа номер 1906 по профессии сварщик. Петр у нас большой молодец. Он уже прошел испытание в нефтяной университет, как и ряд предыдущих ребят. Является победителем конкурса профессионального мастерства «Велтмастер» в нефтяном университете. И надеемся, что скоро станет полноправным студентом первого курса кафедры сварочного производства нефтяного университета. Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием вручается Бартышеву Даниилу Игоревичу, группа номер 1907 по профессии сварщик. Серебряный призер регионального чемпионата WorldSkills по компетенции сварочные технологии. Волонтер, человек, который вместе с Виктором Сергеевичем и другими ребятами вынес на своих плечах национальный чемпионат, который проходил в Уфе 2021 года. Победитель конкурса профессионального мастерства нефтяного университета. Технический эксперт на демо-экзамене, который сдавали ребята из Сибая на прошлой неделе. Успехов тебе, Данила. Спасибо тебе большое. Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием вручается Видякову Михаилу Игоревичу, группа номер 1907 по профессии сварщик. Еще один победитель. Золотая медаль регионального чемпионата WorldSkills по компетенции неразрушающий контроль в республике. И 4-е место по России, медальон за профессионализм в той же самой компетенции. Вере Ивановне большое спасибо. Они с Мишей много занимались исследовательской работой, является победителем различных конкурсов в этом направлении. Экология, да? Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием вручается Тимуршину Эдуарду Геннадьевичу, группа номер 2113 по профессии сварщик. Один из самых серьезных студентов нашей группы, он уже отслужил в рядах российской армии, занимается в нефтяном университете серьезно сваркой и тоже уже подает документы, да, и в скором будущем это студент нефтяного университета. Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием вручается Челнокову Игорю Александровичу, группа номер 2113 по профессии сварщик. Игорь Александрович, большое вам спасибо, что выбрали когда-то нас. Староста группы, правильно? Группа успешно защитила, прошла государственную итоговую аттестацию. Часть ребят уже подали документы в нефтяной университет. Очень надеемся, что когда-то вы захотите тоже получить высшее образование. По крайней мере, мы с Надеждой Владимировной надеемся на это. Я вас поздравляю.
Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием вручается Ишмухаметову Булату Фанисовичу, группа 1904 по профессии электромонтер. И самый скромный из наших студентов-выпускников, старательный, очень ответственный. Очень жаль, что его сегодня нет, но... Просим вас остаться на сцене для фото общего. Слово предоставляется директору Башкирского колледжа сварочно-монтажного и промышленного производства Салигулину Ильгизу Магдановичу. Добрый день, уважаемые наши выпускники, дорогие родители, уважаемые наши учителя, наставники, мастера. Сегодня по старой традиции проводится День выпускника. Искренне желаю всем нашим выпускникам, родителям, учителям, наставникам успехов нашим выпускникам. Перед вами открываются большие возможности. Вы сегодня, вот мы вручаем дипломы, вручили только что дипломы отличникам, но и остальные наши выпускники сегодня получат дипломы. Вы успешно завершили выбранный вами колледж. Перед вами открываются большие возможности. В этих возможностях у вас есть специальность, которую вы получили в нашем колледже. Некоторые уже ушли, призвались в ряды вооруженных сил Российской Федерации. Некоторые призовутся, вот, скоро отправятся служить в армию. Им тоже пожелаем успехов, чтобы мир был в нашей стране, мирное небо было, успешно они вернулись. Остальным хорошо трудоустроиться, использовать вашу специальность в работе. Некоторые вот тоже поступили, дальше продолжат свою учебу, высшие учебные заведения. Тоже пожелаем успеха. Ну, всех выпускными успешными завершением учебы и пожелаю крепкого здоровья, благополучия и счастья. С праздником! На сцене ансамбля народного современного танца «Сфера». Танец «Вернись». В тесном одиночестве дни пролетали долго, пока не встретились он и ты. Пролетали долго, у часов хватало на сон, золотое время. Где была ты, где был он? Золотое время. Золото меня вместе, не забудь про весь небесный, не забудь про это ветра. Заходи с собой, что мешает.
сегодняшний день желаем преподавателям и мастерам производственного обучения новых свершений в нелегком, но благородном труде. Вы открываете дорогу для новых юношей и девушек во взрослую трудовую жизнь. Вы вкладываете частицу своей души в каждого учащегося. Вы заботитесь о том, чтобы каждый из них стал личностью, замечательным специалистом, высококлассным профессионалом и просто хорошим человеком. Здоровья вам, неиссякаемой энергии, оптимизма, уверенности в будущем. Сегодня вы, уважаемые педагоги, отправляете своих студентов в большую жизнь. Пусть бесконечными будут дороги, по которым уходят от вас ученики. Пусть славными делами на благо Родины прославят они ваши имена. Поздравить и вручить дипломы и благодарственные письма мастерам производственного обучения приглашается на сцену заместитель директора по учебно-воспитательной работе Гареева Маргарита Мажитовна. Дипломы о среднем профессиональном образовании группы номер 1901 и благодарственное письмо вручается мастеру производственного обучения Кокинаевой Наталье Александровне. Дипломы о среднем профессиональном образовании группы номер 1902 и благодарственное письмо вручается мастеру производственного обучения Морозовой Равие Алмазовне. Дипломы о среднем профессиональном образовании группы номер 1903 и благодарственное письмо вручается мастеру производственного обучения Нигмадяновой Нурие Мустафовне. Дипломы о среднем профессиональном образовании группы номер 1904 и благодарственное письмо вручается мастеру производственного обучения Кузнецовой Татьяне Андреевне. Дипломы о среднем профессиональном образовании группы номер 1906 и благодарственное письмо вручается мастеру производственного обучения Борисовой Ольге Алексеевне. Дипломы о среднем профессиональном образовании группы номер 1907 и благодарственное письмо вручается мастеру производственного обучения Семеновой Марине Владимировне. Дипломы о среднем профессиональном образовании группы номер 1908 и благодарственное письмо вручается мастеру производственного обучения Бекметовой Ольге Николаевне. Дипломы о среднем профессиональном образовании группы номер 1909 и благодарственное письмо вручается мастеру производственного обучения Щукиной Любовь Емельяновне. Дипломы о среднем профессиональном образовании группы номер 1910 и благодарственное письмо вручается мастеру производственного обучения Осипову Владимиру Федоровичу. Дипломы о среднем профессиональном образовании группы 1911 и благодарственное письмо вручается мастеру производственного обучения Полищук Елене Владимировне. Дипломы о среднем профессиональном образовании группы номер 1912 и благодарственное письмо вручается мастеру производственного обучения Нырве Елизавете Гавриловне. Дипломы о среднем профессиональном образовании группы номер 2113 и благодарственное письмо вручается мастеру производственного обучения Тарасовой Надежде Владимировне. Жизнь преподавателя, мастера производственного обучения и всех работников профессионального образования посвящена становлению рабочих и специалистов среднего звена. Ваш труд, несомненно, значим и осязаем. Маргарита Мажитовна, просим вас наградить преподавателей благодарственными письмами. Благодарственным письмом награждается Волкова Татьяна Викторовна.
Викторовна за профессиональное мастерство, педагогический талант, целеустремленность и кропотливый труд воспитания и обучения подрастающего поколения. Благодарственным письмом награждается Смирнов Петр Николаевич. Благодарственным письмом награждается Медведев Сергей Петрович. Благодарственным письмом награждается Юсупова Айгуль Рафаэловна. Благодарственным письмом награждается Аликаев Александр Валишевич. Благодарственным письмом награждается Хасий Виктор Сергеевич. Сегодня мы поздравляем особо отличившихся студентов, тех, кто своими достижениями и успехами прославили наш колледж. Настойчиво владевали знаниями, принимали активное участие в различных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах и получили почетное право быть награжденными кубком признания. Для вручения кубков признания обучающимся колледжа приглашается заместитель директора по учебно-производственной работе Люциус Марина Яковлевна. Кубок признания вручается Гилу Виктору, группа номер 1901, за активное участие в общественной жизни группы, хорошие показатели во время производственной практики. Кубок признания вручается Пучковой Полине, группа номер 1903, за хорошую учебу и активное участие в жизни группы и колледжа. Кубок признания вручается Айдиатуллину Айнуру, группа номер 1904, лучшему старосту группы и за активное участие в жизни колледжа. Кубок признания вручается Егошину Денису, группа номер 1906, за отличные показатели во время производственной практики. Кубок признания вручается Вахрушеву Даниилу, группа номер 1907, за активное участие в подготовке и проведении финала национального чемпионата молодые профессионалы Волжского Раша, городе Уфа, победитель 7-го регионального чемпионата молодых профессионалов Волжского Раша, Республики Башкортостан по компетенции сварочной технологии. Участник открытого регионального чемпионата молодые профессионалы Республики Башкортостан по компетенции сварочной технологии. Второе место. Участник конкурса сварщиков Уфимского государственного нефтяного технического университета. Кубок признания вручается Витякову Михаилу, группа номер 1907, участники 7-го открытого регионального чемпионата молодых профессионалов Волжского Раша. Представитель Казахстанской по компетенции настоящий контроль, первое место. Награжденный медальоном за профессионализм в итоговых соревнованиях, приравнен к финалу национального чемпионата молодых профессионалов Волжского Раша по компетенции неразрушающий контроль. Кубок признания вручается Габдулину Эльмиру, группа номер 1908, за хорошую учебу и отличные показатели по производственной практике, активное участие в жизни группы и колледжа. Кубок признания вручается Галямову Ильназу, группа номер 19
1909 за активное участие в жизни группы и хорошие показатели в учебе и производственной практике. Кубок признания вручается Никольникову Игорю, группа номер 1910 за активное участие в жизни группы колледжа, отличная успеваемость и хорошие показатели в производственной практике. Кубок признания вручается Суярбаеву Эдуарду, группа номер 1911 за активное участие в жизни колледжа, хорошую учебу и отличные показатели по производственной практике. Кубок признания вручается Калачеву Данилу, группа номер 1912 за активное участие в жизни колледжа, хорошую учебу и отличные показатели в производственной практике. Кубок признания вручается Каретке Кириллу, группа номер 2008 за активное участие в республиканских конкурсах, отличную учебу и примерное поведение. Дело в том, что сегодня кубки признания вручаются не только нашим выпускникам, но и ребятам второго и первого курса, которые проявили себя за время учебы здесь и достойны нашего признания. Вот Кирилл один из них. Это единственный на всем втором курсе студент, у которого нет ни единой четверки по завершению второго курса. Участник всех республиканских, ну не всех, двух, да? Двух. И вообще очень хороший молодой человек с активной жизненной позицией. Ну вот Алина Павловна, как классный руководитель, возьмет на себя почетную миссию принять наше признание. Кубок признания вручается ансамблю народного и современного танца «Сфера» в лице руководителя Волкова Сергея Сергеевича, победителя конкурса «Студенческая весна». Всех номинантов просим остаться на сцене для фото. Ну вот такая почетная миссия вручения нашим звездочкам заслуженных наград мною выполнена. И теперь позвольте мне сказать несколько слов в адрес тех, кто сегодня находится в этом зале. Я сегодня хочу обратиться отдельно к каждому участнику нашего образовательного процесса. Это родители, это мой родной коллектив и это наши уважаемые выпускники. Почти 3 года назад мы впервые в этом зале встретились с родителями и поставили себе задачу подготовить конкурентоспособных специалистов высокого уровня квалификации по тем профессиям, которые они выбрали для себя. И сегодня, конечно, не обходится без потерь, но сегодня мы должны действительно сказать, что наши с вами усилия увенчались успехом. Для многих ребят это была победа над собой. Уважаемые родители, не было бы сегодня, наверное, столько красных дипломов, столько благодарственных писем и знаков признания для наших ребят, если бы вы не были рядом с ними. И, конечно, низкий поклон вам от нас за то, что на все наши обращения, на все наши к вам вопросы вы отзывались, понимая, что мы с вами действуем вместе, действуем в интересах наших ребят. Мои дорогие коллеги, низкий поклон вам за ту самоотверженную работу, которую вы выполняете. И не только мастера производственного обучения, хотя первая скрипка, безусловно, это они в нашем оркестре. Классные руководители, преподаватели-предметники – это ваша победа тоже. Ну и выпускники, мне хочется сказать вам сегодня в добрый путь. И пусть, может быть, не совсем девизом, но станут
каким-то жизненным принципам. Мои пожелания, которые я озвучиваю, это Николай Заболоцкий: отечество, работа и любовь. Вот три сосны, в которых заблудиться, заблудившись, отыскаться вновь. Отечество, работа и любовь. Пусть все сложится. Будьте патриотами своей страны. Пусть будет успешной ваша трудовая профессиональная жизнь. И пусть всегда рядом находятся люди, которые любят вас, а вы им платите взаимной любовью. Счастья, благополучия, здоровья. И такое вот небольшое объявление. У меня в руках телефон, мне пришлось выйти ненадолго. Был звонок из аграрного университета, от декана одного из факультетов. Наши ребята знают, да, их сведения мастера производственного обучения доводили, но хочу, чтобы родители, сидящие в зале, тоже знали, что не только нефтяной университет готов распахнуть свои двери для наших выпускников. В этом году мы представляем большой интерес для аграрного университета. И буквально 30 числа, через день, здесь, на базе нашего колледжа, желающие наши выпускники, ребята выпускного курса, могут пройти вступительные испытания в аграрный университет. Механический факультет. Специальностей там несколько. Я думаю, каждый найдет для себя по интересам выберет какую-то специальность. В 10 утра с паспортом и готовыми пройти вступительные экзамены по русскому, математике и физике мы ждем вас в кабинете 104. Пожалуйста, подумайте. Сегодня вечером я должна завершить список тех, кто планирует написать эти испытания. Ребята, в принципе, это никого ни к чему не обязывает. Это очередная возможность победить себя, доказать, что все ваши годы учебы, они были не напрасны. И огромная вероятность того, что вы станете студентами бюджетного обучения в аграрном университете. Ну а кто планирует продолжить работу, они могут поступить на заочное отделение. Вот такое объявление, думаю, заинтересует многих находящихся здесь. И мы не только 30 человек, планирующих продолжить обучение в высших образовательных учреждениях, будем озвучивать, а будет это значительно больше. Предела совершенству нет, поэтому вперед. Я вас люблю. Камила с песней «Не верь мне больше». Символично, да?
С детских лет стать взрослым спешили мы, торопили студенческие года. Для того, чтобы детством дорожили мы, надо с ним расстаться навсегда. Позади еще один учебный год, который принес вам, дорогие студенты, больше знаний, умений, придал сил и уверенности. Искорка, которая заложена в каждом из вас, стала гореть еще больше. За этот год вы активно проявили себя в учебной, творческой и профессиональной деятельности, становясь участниками и победителями различных соревнований, конкурсов, олимпиад. Вы внесли большой вклад не только в свою копилку знаний и опыта, но и в развитие колледжа. Пришло время подвести итоги. По итогам учебного года издан приказ о награждении выпускников и обучающихся первого и второго курса почетными грамотами колледжа. Слово для поздравления и оглашения приказа о награждении выпускников колледжа и обучающихся первого и второго курса за высокие показатели в учебе почетными грамотами представляется заместитель директора по учебно-воспитательной работе Гореевой Маргарите Мажидовне. Сегодня хочется поздравить и родителей, и выпускников в этот светлый праздничный день. Преодолели еще одну ступень. Ступень хорошая, получившая образование. Хочется пожелать вам, чтобы вы не останавливались, дальше продолжили учебу. Кто-то в университете, кто-то пойдет в производственные цеха и будет в хороших трудовых коллективах. Здоровья вам, вашим родителям, детям, всего самого наилучшего. 21 июня 2022 года приказ номер 216 о награждении в соответствии с статьей номер 28 Федерального закона об образовании Российской Федерации в связи с окончанием учебного года с целью поощрения наградить почетными грамотами следующих выпускников и обучающихся первого и второго курса за добросовестное отношение к учебе и отличные показатели по производственной практике. Грамоты вы получите у мастеров. Я только зачитаю приказ. Группа 1901 Андреев Михаил. Группа 1901 Бибко Константин. 1901 Имамудинов Айнур. 1901 группа Горишин Тимур. Группа 1901 Сайфединов Эмиль. Группа 1902 Кирьянов Дмитрий. Сергеев Георгий. Зуфарова Елена. Тагирова Диана. Группа 1904 Макаров Андрей. Павлюкович Никита. Шафиков Данил. Группа 1906 Егошин Денис. Ахмедзянов Владимир. Пожемуратов Федан. Юсупов Размир. Зайнашев Эмиль. Емелев Алексей. Хабибулин Денис. Юсупов Размир. Группа 1907 Закиров Альмир. Золотарев Николай. Матвеев Никита. Мухаммедшин Владислав. Группа 1908 Габдулин Эльмир. Новокшанов Руслан. Группа 1909 Банников Андрей. Алябушев Игорь. Спиридонов Иван. Хусаинов Айдин. Бухмастов Игорь. Группа 1910 Никульников Игорь. Сидиков Вадим. Нагимов Айрат. Валиахметов Тагир. Группа 1911 Тимирханов Даниил. Муратов Андрей. Сагитов Виталий. Группа 1912 Павлов Игорь. Шамукаев Вадим. Давыдов Денис. Краюшкин Дмитрий. Рыжов Алексей. Николаенков Артем. Тукунов Георгий. Группа 2113 Изергин Артур. Яковлева Ксения. Почетными грамотами награждаются выпускники за активное участие в общественной жизни колледжа и проявление творчества и инициативы. Группа 1901 Рухтин Максим. Гайнединов Фану. 1902 Великанова Екатерина. Исламгулова Аделя. Нагаева Дарья. Саликаева Наталья. Муплюкунов Батыр. Сайфединов Байрак. Группа 1903 Дилмухаметова Лилиана. Камзалова Елизавета. Ханмурзина Илья. Группа 1904 Шафиков Аяз. Подхудинов Тимур. Группа 1906 Пожемуратов Федан. Юсупов Радмир. Группа 1907 Луконин Дмитрий. 1907 Мурзакаев Айрат. Насенков Матвей. Онин Глеб. Тавокин Илья. Салимханов Рамазан. 1908 Бурханов Эльмир. 1909 Сиразиддинов Айдар. Герасимов Егор. Коровин Данил. Трофимов Сергей. 1910 Чудаев Никита. 1911 Ганеев Максим. 1912 Галиулин Ильнар. 1912 Тагиров Радмир. И 2113 Казаханов Эдель. Также хочется сказать большое спасибо родителям,
потому что без вас не состоялось бы этого праздника. Без вас бы многие бы не дошли до финала. Без вас мы бы, наверное, не решили бы очень много проблем, которые все-таки в течение учебного процесса были. Благодарственным письмом награждается Кириллова Наталья Анатольевна за хорошее воспитание дочери Кирилловой Евгении. За хорошее воспитание дочери Зуфаровой Елены. Благодарственным письмом награждается Рыжковская Анна Ивановна за хорошее воспитание сына Рыжковского Руслана. Лилия Рамильевна за хорошее воспитание сына Ахмедзянова Владимира. Награждается Ахметова Ильсия Маратовна за хорошее воспитание сына Ахметова Фидана. Рамильевна за хорошее воспитание сына Идиатуллина Айнура. Благодарственным письмом награждается Хусаинова Алия Мансуровна за хорошее воспитание сына Фахруддинова Тимура. Благодарственным письмом награждается Акбарова Ильзи Забировна за хорошее воспитание сына Акбарова Айбулата. Благодарственным письмом награждается Большакова Гульшат Гиловна за хорошее воспитание сына Большакова Ивана. Наталья Александровна за хорошее воспитание сына Мухаммедшина Эдуарда. Благодарственным письмом награждается Хажимуратова Альбина Рашитовна за хорошее воспитание сына Хажимуратова Фидана. И Хажимуратов Юмадил Рафаэльевич. Благодарственным письмом награждается Слугина Наталья Николаевна и Слугин Георгий Николаевич за хорошее воспитание сына Слугина Петра. Благодарственным письмом награждается Пучкова Анжела Викторовна за хорошее воспитание дочери Пучковой Полины. Желаю всем успехов и здоровья. Сегодня хочется поздравить не только наших замечательных выпускников, но и их родителей. Ведь благодаря мамам и папам их дети смогли смело и достойно прошагать этот путь. Кто поддерживал в трудную минуту? Кто повторно объяснял непонятную тему? Кто учил старательно и внимательно выполнять домашние задания? Кто проверял стихи, выученные наизусть? Кто переживал за экзамены?
Конечно же, родители, здоровья вам и сил, благополучия в жизни и бесконечной веры в свои чары. С праздником, дорогие родители выпускников! Пусть ваши дети многого добьются в своей жизни. На сцене ансамбль народного и современного танца «Сфера», выпускной вальс. Человек ищет свое место в жизни, которое поможет не только обеспечить себя и семью, но и реализовать потенциал, заложенный в каждом. Каждодневный труд закаляет, делает нас сильнее, способнее. Опыт приходит только после того, как мы отчаянно стараемся все лучше выполнять обязанности. И тогда-то мы и испытаем глубокое удовлетворение от достигнутого. Сегодня хочется от имени всех выпускников услышать слова благодарности преподавателям и мастерам производственного обучения. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра? Кто нас с тобой выводит в люди, кто нас выводит в мастера? В этом году выпускники сделали оригинальный подарок для колледжа. Единую форму для активистов, футболки и кепки с логотипом нашего образовательного учреждения. Слово предоставляется выпускнику Башкирского колледжа сварочно-монтажного и промышленного производства Хангульдину Илье. Здравствуйте, уважаемые преподаватели и мастера производственного обучения. Хотелось бы поблагодарить вас за ваше терпение, труд и заботу, а также пожелать только успехов, отличных и доброжелательных студентов. Еще раз огромное спасибо. Да, наш праздник подошел к концу, но у вас впереди вся жизнь. В ней будет всякое, не ждите только прямых и светлых дорог. Без преодоления трудностей, слез, отчаяния невозможно чего-то добиться в жизни. Но знайте, что бы ни случилось в вашей судьбе, здесь, в колледже,
колледже всегда рады вас видеть. И мы верим, все у вас получится. Добрый путь, дорогие выпускники!